Да? Şakadan. Kim amcalık? Bak beğenmişiz. Gizlilik. Уже эфире, да. Да, привет. Привет. Согревать. М? Как всегда. Как всегда. Ой, Дима, амcalık. Это можно сказал. 13 человек уже. Добрый вечер, друзья. Так, блог мусульманки. Сердик Хейл. Шон Хейл, Сердик. Да. Привет. Так, София, по-моему, да? Добрый вечер с Германии. Добрый вечер. Аишка вас приветствует. Добрый вечер, да. Привет, Аишка. Даластел, бышк. Эй, даластел. Мамик, бышк, даластел. Привет. Так, Зортик, Аишка, привет. Даласти, бышк, даласти. Привет, Азерка. Да. Что, да. Так, блог мусульманки, как у вас дела? Аишка, привет, золотце. Спасибо, хорошо. Потихонечку. Ой, мамочки, побежала. Так, София, моя девочка простыла, сладкий ребенок. Да, чуть-чуть есть простуда, еще держится. Так, Ирка. Не знаю, как здоровье, ничего, нормально. Как у вас, друзья, у всех здоровье? Всех мам поздравляю с нашим праздником. Сегодня желаю вам всем счастья, мира, и чтобы все наши детки нас только радовали. Так, Юля Садчикова, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Оставьте Аишку в покое. Так. Так, Зортик, Ардабош, с праздником всех мам. Блог мусульманки и вас с праздником, дорогая наша. Как прошел ваш день? Так, Мариша Ша, добрый вечер. Будьте всегда здоровы. Спасибо, вам тоже здоровья. Так, блог мусульманки. Сегодня целый день возилась так сначала по дому. Хотела на обед приготовить. Зарезали мы 3 курочек. Успела только к вечеру, вот только поужинали. И прямо со стола идем на эфир. Так, Халид Бештоев, добрый вечер. Очень грустная история у мамы. Я сам плакал и вышел из ресторана, оставил друзей. Очень было больно мне. А бедная бабушка, ей досталась. Да, Халид, не только одной бабушке досталось. В принципе, всему народу СССР тогда, конечно, досталось. Так, Танзила Индиева, всем добрый вечер. Индиева, ты в эфир вышла, а сегодня целый день не позвонила ни разу. Танзила Индиева, Сердик Хелшин. Танзила Индиева, это моя дочь старшая. Ты чем там была занята, что даже не позвонила сегодня? Так, Валентина Сирина, привет, Лейла и все мои хорошие. Я уже дома после санатория. Поздравляю всех мамочек. А у нас в Латвии этот праздник в мае. Большое спасибо, Валентина. Хорошо, что вы уже дома. Здоровья вам. И вас тоже с праздником. Так, Моника, Лейла, побольше бы ваших рецептов. Так, Иркисница, Франция. Добрый вечер, Лейла, хорошо. Видишь или выглядишь, хорошая картинка и отличный звук. Спасибо, Ира. Танзила Индиева, я и так не позвоню, обычно пишу. Могла бы и позвонить. Так, Ира, девочки, всех мамочек с праздником, всем здоровья. Спасибо, Ира, вас тоже. Так, Валентина Сирина, привет, Иринка. Иди, Зёльхать. Аишка.
Hayalil hay kukla olsun. ตาเสือล่ะ Hayalil hay. Аминка, hayalил. Не хочешь? Так, Аишка гостила вчера, сегодня уже собираются домой ехать. Как у вас, у всех, друзья? Блог мусульманки. Что вкусненького готовили сегодня? Сегодня, знаете, эти же болеют, и дочка, и внучка. Хотела им такой хороший бульончик. Ну, и заодно раз бульончик сделала, приготовила наши галушки и 2 вида наших ингушских подлив. Сегодня как раз у моей снохи, я делала нашу обычную картофельную подливу, а сегодня моя сноха, смотрю, что-то я включила телефон, делая галушки, она у меня тоже выпустила, что вот делает что-то, ну, уже ролик у нее вышел, и старую нашу подливу она вспомнила, которая из муки, яиц и молока. Ну вот я тоже эти 2 подливы сделала. Так, Ира, спасибо, Лила, все хорошо, хочу твоего творога. Бела Шабанова, добрый вечер, Лила, дорогая, с Днем Матери вас и вашу маму, здоровья вам и благополучия. Спасибо большое, Бела, тебя тоже, это моя такая преданная подписчица, которая всегда мне пишет приятные комментарии. Спасибо большое, Бела, и тебя тоже с праздником. Халид Бештоев, большой привет бабушке, обязательно передам. Сегодня как раз за столом ее чуть-чуть поснимала для вас, потому что многие просят, чтобы я ее показывала. Танзила, желаю, чтобы каждая мать услышала сегодня слова любви и благодарности. Пускай сердце каждой из вас будет согрето нежностью родных детей. Пускай ваши души никогда не знают тревог и переживаний. Ну, спасибо, Танзила. Так, Ирка Курхик, по-моему, если я неправильно говорю, не знаю. Сейчас на вас 2 платка, черный и бордовый. Почему так? Так. Маина Харкулова, по-моему, с Днем Матери поздравляю, спасибо. Сейчас отвечу, почему. Так. Рустамов, по-моему, да? Салам алейкум из Дагестана, уважаемая Лила. Валейкум ассалам, спасибо вам. Так, Хана Давсон, да? Ибрашка, я это не знаю, как писать, перечитать. С Днем Матери вас, Рустамов, вас тоже всех. Валентина Селина, как солите красную рыбу? 2 соли, 1 сахара или как-то иначе? Так, Хана Давсон. Я на немецкий, английский я не пойму. Ибрашка, ты смотришь эфир? Прочитай. Хана Давсон, что пишет? Ходила Индиева. Я зато ее мама звонила. Бабушке, говорит, звонила. Я не могу прочитать, Ибрашка, у нее уже второе сообщение, но я его не прочитаю. Елена Батырова, добрый вечер, Лила, добрый вечер. Так, с праздником, с Днем мам, крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия. Маме вашей и всем близким огромный привет из Кабардино-Балкарии. Большое спасибо, Елена, вам тоже всего хорошего, здоровья, счастья, всего, что вы нам желаете, я и вам желаю. Она говорит, добрый вечер, тетя, как вы очень милая. Спасибо большое, Хана. Так, теперь еще и Халид Бештоев написал на английском. Она не знает английский. А на каком он? Я не знаю английский. Ну, Халид написал, что ты не знаешь. Аиша? Она говорит, что типа не знает русский язык. Так, меня зовут Эльза. Очень приятно, хорошо, буду знать. Это меня сын так зарегистрировал, пишет она. Так, Ибрашка, как только появится это сообщение, будешь сами его читать. Так, насчет 2 косынок. Это не косынка, это такая, типа шапочки. Потому что, ну, чтобы не было видно волос. Так бывает удобнее. Так.
Так, Маина, да? Извините, можно спрашивать у вас диетические, наверное, да, блюда есть? Ну, попробую диетические приготовить. Я сейчас сегодня салатик приготовила новый, я его снимала, потом думаю, а вдруг не получится, а потом все-таки решила. Если не получится, сказала, что мне не понравился. Из свеклы. Нам понравился, даже Ибрагиму Хана понравился. говорит, что хотела А? поговорить с тобой. Это Хана говорит, что хотела бы с тобой поговорить. Со мной поговорить? Да. Лично, что ли? Но она не знает русский. Да. А как мы тогда с ней поговорим? А кто она по нации? Так, Людмила Череповская. Добрый вечер, Лейла. С праздником вас и вашу маму. Будьте все живы и здоровы. Здоровы, я вас всегда смотрю. Большое спасибо, Людмила. Вас тоже с праздником я поздравляю. Валентина Сирина. Много смотрит, а лайков совсем нет. Так, в честь праздника поддержим лайками. Спасибо. Что говорит, что может перевести без проблем. Можете задавать вопросы и говорить с ней. Он будет переводить, да? Да. Ага. Валентина, огромное вам спасибо. Так, Симмикс, да? Лейла, добрый вечер из Германии. От меня и Саида. Очень рады видеть и слышать тебя, как Ибрагим. Передай ему салам Машал. Большое спасибо, Фатима. Добрый вечер тебе тоже. Все хорошо. Вы тоже передавайте всем привет, Фатима, и Саиду, и мужу вашему, и младшему сыну. Я не знаю, как его зовут. Как у вас там дела? Подписчики прибавились хоть немножко? Валентина Сирина, Ибрагиму, привет. Ибрагим, отвечай. Влог мусульманки, машаллах, вас столько людей любят. Я даже не рассчитывала, если честно, что могу так многим нравиться. Машаллах, я даже боюсь говорить это. Так, Галина, фамилию не прочитаю, я боюсь неправильно прочитать. Добрый вечер, Лейла, смотрю вас, часто пишу первый раз, на стриме тоже впервые. Привет вам с Украины, Одесса. Привет вам тоже, спасибо, что смотрите. Так, Мария Руденко. Лейла, здравствуйте, я рада, что попала на эфир. Привет из далекой Сибири, у нас мороз и много снега. Ой, а я действительно хотела бы в такую снежную зиму сейчас попасть. А у нас сегодня было солнышко. Ну, наверное, плюс 15 было бы сегодня, да, Ибрагим? Не думаю, что 15. Ну, тепло было сегодня. Лет. Ну, 10-12 все равно было тепло. Так, Руст. Она назвала свое имя. Эльза, по-моему, была, да? Мне нравятся ваши манты после работы. Включаю ваш канал и готовлю для моей семьи. А у тебя есть Facebook? У меня Нет. есть. Так, Фатима пишет. Мегят, Диаресхол. Живем потихоньку, это хорошо. Зина Ибраева, по-моему, да? Добрый вечер, Лейла из Ирландии. Ух ты! Добрый вечер. Мать сыновей. Добрый вечер, Лейла. Далдяк, Лёль, с днем матери, здоровья, счастья и удачи. А вас тоже, Диалриасхол. Спасибо. Блог мусульманки. Вы искренняя женщина, поэтому и любят вас все. Я горжусь вами. Спасибо. Халид Бештоев. Окей, брат, это хорошо. Так. Расскажите. Так, еще раз напишите свое имя. Вот память моя. По-моему, Эльза она сказала. Да, Ибрашка? Проверь, пожалуйста. Я не запоминаю ничего. Расскажите, если не сложно. Почему? Эльза же она сказала? Ага. Извините, пожалуйста, Эльза. Расскажите, если не сложно, почему нельзя, чтобы было видно волосы? Зачем закрывать? Понятно, что это обычай, но в чем его смысл? Так, это не обычай. Это по религии. Женщина не имеет права показывать свои волосы, показывать, кроме кистей и лица, вообще свое лицо, свое тело и волосы. Так, сейчас, потом дальше продолжим. Ольга Маркова. А мне нравятся ваши лепешки. Привет из Краснодара. С Днем Матери. Спасибо, Ольга. Вас тоже с Днем Матери. Валентина Сирина. У нас в Латвии сегодня шел снег, но мороз небольшой. Мария Руденко. У нас минус 27. Ничего себе.
Алия Арсхана Седик Хел Халела, с Днем Матери тебя, долгих лет жизни тебе и всем матерям. Амин. Диарес Хел Седик, добрый вечер. Спасибо большое, Али. Так, Светлана Жигульская, Ростовская область. Привет, Лила, с праздником мам. Счастья, здоровья, благополучия. И вам тоже счастья и здоровья, и всего хорошего. Так. Лина, ассаламу алейкум, Лейлуш, с праздником вас, маму и тебя. Здоровья, всего самого наилучшего. Алейкум ассалам, Лина. Вас тоже с праздником. Так, Зина Ибраева, Лейла, Аллах эту больха, вы просто молодец. Спасибо большое. Диаресху, Сахалт, огромное спасибо. Да, Ибрашка, по-моему, с этой Ханой вы сами переписываетесь. Да. Ты вместо меня отвечаешь, что ли? Да. Хава Катиева, ассаламу алейкум. А? Она что написала? Записал? Она что написала сейчас? Нет, да, написала что-то. Хава Катиева, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Хава. Аиша. Хаку Аминка Хаел, привет, Алла Хаел. Хаел? Валентина Сирина, Лейла, не за горами, 10 тысяч вперед, только вперед, радуйте вашими эфирами. Хаю. Пойдем покажем твою Аминку. Ну пойдем. Айли, не хочешь? Капризуля. Так, Азиза Алиева, ассаламу алейкум, с Днем Матери. Вас вы мне очень понравились, очень приятная женщина. Спасибо, алейкум ассалам. Валентина, спасибо вам большое. Так, Саруа Кумакаева, привет из Алматы. С Днем мамы поздравляю, здоровья, счастья вам и вашей семье. Спасибо большое, Саруа. Ольга Маркова, Лейла, во сколько начинается ваш день? В последние вот эти дней 10 он у меня начинается с 5 утра. А вообще в любой мой день начинается с утреннего намаза, как он получается, ну, по времени по-разному уже бывает. Стою на утренней намазе, больше уже не ложусь. Залина Картоева, добрый вечер, Лила, всего самого наилучшего вам всем. А бабушка, конечно же, огонь, молодец, очень четко, доступно все рассказывала, долгих лет ей жизни и с праздником вас. Спасибо, Залина. Диария Схолхна, Барков. Так, Маргарита Мастер, да, привет из Москвы. А почему у внучки такая короткая стрижка? Так, Зарема на кухне. Добрый вечер, Лила, салам Машл из Австрии. Очень интересно вас смотреть, спасибо вам. Спасибо вам тоже, добрый вечер. Залина Картоева, я первый раз попала на прямую трансляцию и очень рада. Спасибо, Залина. Привет с Украины. Пишет Алена, по-моему, да? У Паши Павел Немоляев, добрый вечер, Лила Ича, добрый вечер, Павел. Я рада, что вы с нами. Арина, добрый вечер. Ответьте, пожалуйста, почему нельзя видеться с зятем и со свекром и свекровью? Только не со свекром и свекровью, а с тестем и с тещей нельзя видеться с зятю. Хава Катиева, недавно увидела ваш канал и подписалась. Беру на заметочку ваши видеорецепты. Спасибо большое. Так, Азиза Алиева. Ибрашка, я там пропускаю вопросы, пожалуйста, где-нибудь регистрирую, чтобы потом я ответила. Азиза Алиева, спасибо за ответ, я рада. Жизнь на Тамбовщине. Здравствуйте, с праздником вас, желаю здоровья, благополучия всей вашей семье. Что там было, вопрос? Почему нельзя видеться? Еще, раньше этого еще был. Почему я Ну, это я отвечу. Еще один вопрос пропустили. Да, там было... У внучки короткая стрижка. У Аиши короткая стрижка, потому что у Аишки с рождения были очень тоненькие и нехорошие волосики. И ей кто-то порекомендовал ее побрить на лысо, что они уже вырастут потом получше. Поэтому летом они ее побрили, но у нее очень плохо все-таки растут волосы. Но немного уже они лучше, сами по себе волосы лучше, но растут медленно очень.
Так, Эльза спрашивает, говорит, уважаю таких скромных хозяйственных мам, очень нравится имя Лейла. Мою дочку хотела назвать свекруха, выбрала Зульфия. Вот так. Ну, значит, так было суждено. Халид Бештоев, ничего себе, 5 утра, у нас стоит 8 утра. Так, Наталья Полякова. Всем добрый вечер, привет из Тамбова. Всех мам поздравляю с Днем Матери. Пусть наши дети будут здоровы. Амин, да. Добрый вечер, Наталья. Всем мамам здоровья и счастья. А материнское счастье заключается в том, что если будут счастливы наши дети. София Ротара, добрый вечер. Лейла, добрый вечер, София. Я тоже очень рада хоть и не видеть вас, но читать ваши комментарии. Ой, Людмила Гудаковская, Лейла, отлично выглядите. Привет Ибрагиму, Аишке, Мадине, всего вам доброго. Друзья, отвечайте Людмиле, вас всех сегодня упомянули. Людмила, большое спасибо. Я знаю, что у вас уже поздно, но вы все равно со мной в эфире. Людмила тоже моя подписчица, верная, преданная, и причем не только у меня она, я вижу ее у многих наших блогеров, и она пишет очень приятные комментарии. Спасибо вам большое, Людмила. София, я не знала, что эфир. Так, Лида Гуцериева. Так, ее тоже я под последнее время начала видеть в своих комментариях. Наверное, новенькая, да? Добрый вечер, Лила. Смотрю недавно, но очень понравилось. Особенно ваша мама. Здоровья вам и вашей семье. Ну да, вот недавно вы. Спасибо большое, Лида. Добрый вечер. Спасибо за подписку, что пришли ко мне. Горянка Чечни. Ой, Лила, без меня прямой эфир. Макушка, привет. Ты тоже вчера уже не говорила, что будет у тебя эфир? Так, София Ротару, с удовольствием смотрю и слушаю вас. Спасибо большое. Кто-то будет читать? Ну, они быстро проскакивают, поэтому. Мадина Индиева, спасибо. Так, Мадина Индиева, это моя дочка, видимо, отвечает Людмиле. Так, Ахмад Магомадов, поздравляю вас с Днем Матери. Желаю вам здоровья, вам и твоей маме. Спасибо большое. Так, Людмила Гудаковская, очень понравилось видео с вашей мамой, интересно было слушать. Спасибо вам за добрые слова. А я как раз хотела сказать только нашим ингушам, почему-то я не знаю, почему, ну, я 2 раза, мне пришлось перезалить мой эфир, потому что мы неправильно запустили ролик. В первый был запущен ролик, который был у нас черновой, и мне пришлось его перезалить. Вот под комментариями в первом ролике у меня 3 комментария было, что почему мама говорит на русском. Я им ответила, но я все равно их не поняла. Горянка Чечни, передайте дочке привет и маме. Так, передам, спасибо, Макуша. У Паши, Павел Немоляев. Какой блогер больше всего сподвигнул вас, наверное, стать блогером и вдохновил? Не знаю, если честно. Елена Шершова. Здравствуйте, Лейла, с Днем Матери вас. Вы знаете, я бы не сказала, что какой-то один блогер меня сподвигнул. Просто я в последнее время, до того, как я начала заниматься этим, смотрела, я, если честно, практически не смотрела YouTube, просто заходила, когда мне нужно там что-то узнать, насчет огорода или насчет готовки, или насчет хозяйства что-то, скотину что-то, когда надо было, кликала что-то, искала и так. А потом раз-раз, и у меня начали выскакивать какие-то в ленте блогеры, и что-то я заинтересовалась. Так, Елена Шишова, здравствуйте, Лила, с Днем Матери. Горянка Чечни, я знаю, что ли? В гостях у Хадижи, добрый вечер, Лейла, и всем приветствующим, добрый вечер. Ирка, кто за кадром еще? За кадром у меня тут Аишка, мама Аишки Мадина и Ибрагим. Так, Ольга Маркова, Лейла, нашлась ваша заказчица, которая просила поднос с крышкой? Нет, не нашлась. Елена Гордиенко, я поздравляю вас и всех присутствующих на стриме мам с их праздником. Спасибо, Елена, мы вас тоже поздравляем. Так, и я дальше отвечу сейчас Павлу. Арина, почему же все-таки... Сейчас я отвечу, почему и зятю.
И вы знаете, я смотрела, и не было ни одного ингушского блогера, если честно. Меня это чуть-чуть вот сподвигнуло более-менее вот к тому, чтобы, а почему бы и нет? Что там случилось? И вот поэтому я и решилась. Быстро, вкусно от Хадижи. Светик Хел Халила. Духяхил. Добрый вечер, Хадижа. Хадижа со мной поздоровалась. Тоже вот ингушский блогер наш. По большому счету, получается, я не горжусь, но тем не менее, первый семейный блогер в Ингушетии. В гостях у Хадижи, самая добрая женщина и блогерша. Удачи вам, здоровья и благополучия. Спасибо большое, Хадижа. Ахмад Магомада, вы так аппетитно готовите. Так, между прочим, это мы, по-моему, вы сегодня еще озвучивали, да? Нравится, что я готовлю кому-то. Так. Ибрашка, почитай. Ася, наверное, или как? Привет из Турции. Здравствуйте, Лейла, с Днем Матери. Не знаю. Ну, прочитай, как прочитать имя. По-разному можно прочитать, я не знаю, зачем. Ну, Ну, на английском Айза, не знаю. Айза? Может быть. Арина, почему же все-таки еще нельзя видеть зятя? Так, почему, в принципе, по религии видеться зятю, тестю, тещей можно, а не видеться у нас... Это считается вторая А? мать. По религии это считается как вторая мать. Да, по религии считается вторая мать, второй отец, и за ними обязательно должны, по идее, смотреть и уважать, как и родители. Но, в принципе, не видится тоже из уважения. Просто единственное, что это вот ингушей, вот такой вот просто обычай, что, ну, кажется вот некрасивым, просто из-за этикета как-то, я даже не знаю, как на русском это сказать, ну, дань уважения к родителям жены. Вот просто только поэтому. А по религии они могут видеться. И, в принципе, если там нет у мамы, ну, у тести других детей, кроме этой дочери, то по-любому приходится зятю и видеться, и помогать, и смотреть. Так что, ну вот просто, не знаю, с каких-то давних времен это заведено, и это все время сейчас поддерживается. Горянка Чечни, вы вообще не видели на лицо зятя? Нет, не видела, если только на фотографии. И то мельком. И, если честно, не хочу их видеть. Жанна Рисаева, привет, Лейла. Как-то такого... Вообще у нас, знаете как, друзья, обычно теща, когда первый раз приходит зять, так, мои хозяйства, мою СМС пропустили. Что она там пропустила? Я что-то не видела. Ибраш. Я смотрю, тоже нет ничего. Нету, не было. Танзила, до замужества моего видела. Ну да, до замужества видела. Я же не знала, что он будущий зять. И я знаю... Мои хозяйства есть, да. Напишите сейчас. Наверное, она написала, что ингушка, она блогер, но я тогда вас не видела. Так, Жанна Рисаева, Лейла, я в шоке, что вы не видели зятя. Не знаю, у нас обычно, вот я хотела сказать, когда каждый день канал твой смотрит. Нет, просто мне... ну, раз нельзя видеть, то нельзя видеть. Просто поэтому и не очень неинтересно уже как-то вот. Я не хочу даже. Обычно даже некоторые тещи подсматривают, когда в гости приезжает зять, просто подсматривает в окно. Ну, первый раз, когда вот бывает, что дочка только замуж вышла, у меня как-то как такового. Эйша тебе показывает зять. Где? В телефоне. Ну да, Эшка мне часто показывает его. Как-то, я не знаю, раз не надо видеть, так я и не стремлюсь к этому. Лишь бы они были, да, лишь бы, самое главное, хорошие. Да лишь бы они вот с моими дочерьми были хорошие, жили в согласии, мне уже ничего не надо. Так, Галина, ассаламу алейкум, Лейла, ва алейкум ассалам, Галя. Я тебе сделаю. Тандила Индива, любимая дочка мамы у вас.
А Танзила всегда ревнует меня к младшей дочери. Так, Виктория Дудник, по-моему, да? Жаль, что у нас в Украине нет такого закона. Ханифа Тичуева, Лейла, я горжусь тобой. Спасибо, что ты стала блогером и ведешь канал. Пашу Немоляева смотрю. Давно он так хорошо о тебе говорил. Да, Павел меня очень хорошо отрекламировал. Арина, главное, чтобы богатый был. Нет, в богатстве не такое уж главное. Главное, чтобы был человеком. Любой, не только зять, но и любой человек. Лишь бы в действительности, а богатство это и наживное, и богатство может в любой момент закончиться. Лишь бы был человеком. Так, Зина Ибраева. Хороших зятьков можно видеться а в плохих подальше. Так, вот оно, да? Мои хозяйства. Сердик Хелшин. Масыне, заходите к нам в гости. Надеюсь, вам понравится у нас с праздником матери. Дубль 2. Но не проходило это сообщение. Так, хорошо. Я-то у вас и так в подписках захожу к вам в гости. Горянка Чечни у нас, так, это тоже мои хозяйства, ингушский блогер, получается, уже у нас еще одна. Горянка Чечни у нас тоже, мне кажется, когда видят зятя, моя мать тоже очень редко, то есть один раз за пару лет видеть своего зятя в нашей семье не принято. В принципе, мне бы, наверное, и зятя бы не было, мне бы неудобно было даже с ним видеться, не знаю, по большому счету. Я же говорю, мне даже неудобно, не то, что вот я не хочу даже, мне даже неудобно как-то даже подсмотреть этого зятя, вот, просто чисто даже вот перед своими детьми. Если бы даже я и хотела, мне было бы стыдно его посмотреть просто перед своими детьми. Так, Ниндива, Танзила. Нельзя было приехать, когда я там была. Ну, перестань ради Бога, Танзила. Нельзя, значит, было. Успокойся. Ты же еще приедешь, и они приедут. Тамара Якушкина. Главное, чтобы жили хорошо они. Да, да, и чтобы уважали друг друга. Вот именно. Так, а хотелось бы так, Ирка. Это Эльза же получается, да? Или нет? Нет, это не Эльза. Ирка Кюрхих. А хотелось бы видеться всем вместе или нет, по религии не надо. Ну, вы знаете, как-то мы привыкли, что это не положено прямо вот с молоком матери, и нет такого желания, чтобы прямо видеться. Ну, они-то могут видеться, взять-то может и приехать, и сидеть, и они сидят, и с братьями жены, и с сестрами жены. Это единственное, с тестем и с тещей не сидят, Так, Бинас, да, Бинас 800, здравствуйте, добрый вечер. Так, Танзила, здравствуйте, кому-то пишут. Елена Гордиенко, а дочки знали, за кого вы ходили замуж? И не возражали? Всем спокойной жизни, до свидания. Куда это ты побежала? Так, Танзила обиделась. Чеченка, патриотка, Лейла Салуалху Еларха, да? Ну, Цагерем, да, Цера. Так, была бы ты моей соседкой, а то, что зятя не видно, это ничего страшного, говорит Чеченка-патриотка. Тамара Якушкина, у каждого свои законы, лишь бы все были живы и здоровы. Вот именно. Так, Жанна Илисаева, а Ибрагимову вы будете выбирать невесту или он сам? Нет, я ему не буду выбирать невесту. Зачем я тебе ее буду выбирать? Я уверена, что ты сам выберешь себе невесту. Если даже ты попросишь, не буду ее выбирать. Почему? Потому что не я женюсь, а ты. Если я выберу ту, которая мне нравится. Ничего, Ну, а она же может тебе не нравиться. И что из этого? Мне же с ней жить, а тебе? Так что я не буду тебе ее выбирать. Так, Арина, вы как-то упомянули, что не очень-то согласились со сватовством дочери. Так, Лейла Саламашел де Францир. Аиша, по-моему, да? Ага. Диалресхл. Тамара Якушкина. Ибрашку отдадим только в хорошие руки, да. Дело в том, что не то, что я не согласилась
Дочь просто вышла замуж без моего согласия. И сказать, что они не были знакомы, тоже нельзя. Они были знакомы, они сами сделали выбор, что он, что она. И просто дело в том, что не то, что ее выбор мне не понравился, а то, что просто, когда она вышла замуж, было только полгода, как умер мой муж, ну, отец ее, и мне было немножко обидно, что она так быстро вышла замуж. Только в том плане. Изира, будни чеченки, Лейлушка моя хорошая, желаю тебе добрую, чистоплотную и понимающую сноху. Спасибо, Изира, это самое хорошее пожелание. Спасибо тебе, моя дорогая. Так. Это блогерши у нас все. Изира, будни, чеченки. Чеченки, да, что так? Переименовала она просто ее. Или чеченская снохи. Какая там у тебя уже? По-моему, что-то не то. Блогерша. Так, еще одна Горянка Чечни, тоже новая блогерша, девчонка. Хоть я и старше их, но они со мной переписываются, созваниваются, общаются, спрашивают, интересуются, что могу, что знаю. Я им немножко объясняю, хотя я сама не очень-то много чего знаю. Хорошие девочки. Ну, Ибрагим, я тебе сделаю. Так как мама говорит, что сама не выберет, предлагайте кандидатуры. Жанна Рисаврела, у вас сейчас можно до свадьбы встречаться? Встречаются. И раньше встречались, и сейчас встречаются. Так, Лариса, добрый вечер. Приятно видеть вас в эфире. Спасибо большое, Лариса. Вам тоже. Так. Прочитай имя. Ассаламу алейкум. Я смогла прочитать. А вот как зовут человека? Лох, что ли, я не знаю. А? Я не знаю, мам. Исанов, по-моему, что-то. Но переднее я не могу тоже прочитать. Лида Гуцериева. Лучше будет, если взять, будет относиться хорошо с дочерьми, наверное, видеть их можно издалека. Да за работой лучше видеть сноху в согласии. Да, в принципе, и лишь бы они жили, у меня нет такого с женой. Нельзя видеть, и нельзя от того, что мы их увидели, что там такого будет. Лишь бы они уважали нас, уважали своих родителей, лишь бы были здоровы. А то, что не видится, это ничего такого. Езира, будни чеченки, Ибрагим, будем искать. Как раз мои племянницы, ингушки, недалеко нужно идти. Лиза Мальсагова, Салам Маршал. Так, Жанна Исаева. Когда ваша мама рассказывала свою историю, я плакала. Да, когда первый раз она нам рассказывала, мы сами плакали. Сейчас уже как-то уже привыкли. Но мама немного, если честно, мама чуть-чуть уже забывает. Она раньше очень интересные истории рассказывала. И я как-то тоже забыла ее переспрашивать, а потом после того, как сняла, и даже Мадина, дочка, говорит, мама, она же и так говорила, это. Я говорю, я говорю, видимо, она забыла. Она говорит, а ты бы напомнила. Да я говорю, и я сама забыла что-то вот. Так что чуть-чуть, конечно, мама уже подзабывает. Ну, уже и возраст такой. Севиль. Так, Олег Первого, да? Добрый вечер. Очень хорошая изюминка в топлении масла. Имея в виду муку, очень хорошо получилось. И масло прозрачное, и кастрюлю легче мыть. Спасибо, здоровья вашей семье и успеха. Вам тоже. И то, что вот там после муки, после масла, вот эта мука, она бывает очень вкусная, друзья. Наверное, не полезная, но очень вкусная. Кавказ Фуд. Лела, дорогая, приятно видеть тебя. Мне очень приятно, когда ты улыбаешься. Когда Ибрашка женится, я обязательно приеду на свадьбу, если ты пригласишь меня, конечно. Я вас всех приглашаю, кто бы не приехал. Кавказ Фуд. Зульхан, приезжай. Мы с тобой давно не общались. Как у тебя дела там? Лариса, у нас говорят, зять любит взять. Да ничего дать. Главное, чтобы к дочери хорошо относился, любил, уважал, ценил. Да, лишь бы они жили, да, а там то, что они меня не видят, и я их не вижу, это ничего страшного я этом не вижу. Лишь бы были здоровы и жили в уважении и действительности.
Людмила Гудаковская. Ибрагим юморист, устроим кастинг невест. Натали Промченко. Дорогая Лила, здравствуйте, с праздником вас, с Днем Матери и мамочки, вашей низкий поклон. Спасибо большое, Натали. Алия Башкирова, Уфа. Лейла, привет, с праздником вам. Поздравляю вас, самое главное здоровье, счастье и бабушки тоже. Поздравьте бабушку. Сколько лет жила с мужем, с вашим отцом и сколько детей у нее. Так, я что-то не считала, сколько лет она жила с моим отцом. У нее нас 4. Надо будет посчитать, как-то я не считала. Я даже не знаю, сколько лет им было. Маме было еще только 17 лет. Тамара Якушкина, можно спросить, как там дети Зухры? Будут продолжать канал? Вы же общаетесь, мы все уговаривали доченьку ее. Да, мне вчера дочка Зухры позвонила и сказала, у нее там была проблема, оказывается, не просто с подписчиками, у нее была проблема с мужем, друзья, не знаю, можно ли это или говорить. Чуть-чуть муж не разрешал ей вести канал. Но она все-таки, они пришли к общему мнению, она ему объяснила все. Она уже вчера хотела выпустить ролик, сказала, что вот собирается выпускать ролик, мне вчера звонила мне, но что-то не было ролика. Сегодня я ей послала голосовое сообщение, она мне ответила, что после смерти матери у них еще часто бывают гости, почти каждый день. Она говорит, что у них гости, и вчера, говорит, были гости, и написала, что и сегодня гости, поэтому не успела выпустить. Но опять-таки она говорила, что сегодня вечером выпустит ролик, что она что-то там поснимала. Но из-за того, что ее мама действительно очень просила не бросать канал, и чтобы продолжать, девочка очень хочет его продолжать. Я надеюсь, у нее все получится. Так что, друзья, поддержим ее как можем. Так, Инна, я тоже хотела сказать спасибо вашей маме за то, что, несмотря на тяжелые испытания, прожила достойную жизнь. Это что такое? Так, попугайчик, Аишка. Но на камеру ничего не говорит. Это что такое? Так, Алия Башкирова, Уфа, товарищи, где лайки? Так, Тамара Якушкина, с Днем Матери, всех счастья и здоровья. Спасибо, Тамара, большое. Елена Гордиенко, а старшая дочь замужем? Да, замужем. Тамара Якушкина, мы рады, пусть Всевышний всех хранит. Ой, так. Исанов, я не могу имя прочитать, если честно. Я вас уважаю, желаю долгих лет жизни. Спасибо. Друзья, если у кого-то стоят на английском или на другом языке ваши ники, пожалуйста, если можно, на русском языке, напишите перед вашим комментарием имя, чтобы я могла прочитать. Я не читаю на английском. Очень давно изучала немецкий, и поэтому немецкий и английский произношение очень разные, поэтому я боюсь неправильно назвать имя. Так. Я всем, по-моему, ответила, да, на все. Просто я начала, но не докончила, что почему были недовольны, что мама говорит на русском языке. Просто мама, вы сами слышали, что четко, хорошо говорит на русском. А если бы мама говорила на ингушском, еще и я переводила, этот ролик был бы очень длинный. И просто в том плане мы говорили на русском, во-первых. Во-вторых, кто нас поймет, если мы будем говорить на родном языке, только наши свои. А свои и так знают, что было, как было, и о депортации практически все. Поэтому я не знаю, почему мне было немножко неприятно. Мне не хочется, чтобы не были довольны мной мои подписчики. Как мы можем людям объяснить на ингушском, если практически со всем миром общаемся, они же не знают наш язык. Так что, если что, извините, я не знаю, я в этом своей вины вроде бы не чувствовала, но все равно мне было немножко неприятно. У меня аж 3, не то что 1 подписчик, аж 3 подписчика были недовольны, что мы сделали этот эфир на русском, все время путаюсь.
Так, Исанов, я вас уважаю, желаю, так это я прочитала. Аятоллох. Ух ты. Это имя надо записать, я его не запомню. Так, Наталья Полякова. Кому-то муж не разрешает вести канал. Насколько же у нас все проще. Захочу и буду вести. Вы очень терпеливые девочки. Так, Тамара Якушкина, у вас интересный канал. Спасибо. Жанна Исаевна, правильно, что мама говорила на русском. Но если бы она говорила на ингушском, в действительности, чтобы вы поняли, мне нужно было переводить. А с переводом бы ролик действительно затянулся бы надолго. А мама, если не лучше меня, то хуже меня не говорит на русском. У меня мама работала в Казахстане, когда жила, по-моему, лет, точно не могу сказать, 15-100%, за складом на заготзерно. И поэтому у нее такой вот, и язык хорошо знает, и математик сильнейший. Так, Лариса. Лейла, я все про перепелок. Вы мне очень симпатичны. Спасибо. Очень хочется, чтобы этот бизнес у вас наладился. Специально сегодня смотрела на Авито Ростов. Да, я читала ваш комментарий, но, видимо, там не успела еще ответить, потому что писать я не успевала. Сегодня целый день занята. У меня небольшие проблемы по хозяйству сегодня были. Наталья Полякова. YouTube международный канал, поэтому говорить надо на языке, который понятен многим. Ну, мне кажется, конечно, да. Если я сейчас сяду и буду говорить на своем языке, по-моему, у меня ни одного подписчика не будет. Так, Жанна. Мама очень красиво рассказывала на русском. Молодец. Мархет Эскерханова. Приятно видеть вас на канале, Лейла. Дай Аллах вам здоровья, удачи. Вашей маме тоже. Спасибо, Мархет. Вам тоже удачи. Так, да, его точно. Лариса, пишут, перепелиные яйца 3 рубля штука. При покупке от 100 штук по 4 рубля за штуку. Если покупаете меньшее количество. Свежайшее мясо, тушки, перепелок, цена 500 рублей за килограмм. Это надо искать. Ну, в принципе, просто у нас их еще мало. Вообще-то я не очень-то хочу ими заниматься, лично сама. Но этим очень хочет заниматься мой старший сын. Действительно, сделать себе бизнес именно вот на этих перепелках. И вот, не знаю, но для этого нужно расширить. И перепелок надо держать больше, чтобы предлагать, потому что сейчас их мало. Вроде бы они накапливаются, быстро кажется, что много, но если начать там сдавать или еще что-то, им же нужно будет постоянно поставлять, а там их, в принципе, мало перепелок. По-моему, где-то около 40, скорее всего, не больше в этих 3 отсеках. А маленький, который я сама выводила, он говорит, там практически все мальчики, и вот просит меня уже их 3-й день зарезать, я никак не успеваю. Так, Резван Бедиев тоже моя подписчица, которая предана мне, почти под каждым моим роликом пишет мне хорошие комментарии. Спасибо большое. Так, ну, скорее всего, ник или мужа, или сына, или что-то, я не знаю имени. Добрый вечер, Лейла, вас с Днем Матери, здоровья вам и вашей маме, пишет Резван Бедиев. Люблю тебя, сестра, ты очень хороший человек. Спасибо большое. Напиши, пожалуйста, свое имя. Так, Людмила. Спасибо за эфир, Лила. Вынуждена вас покинуть. Завтра рано вставать. Спокойной ночи всем. Спасибо, Людмила. Вы и так долго задержались. Я знаю, что в Алмате уже, по-моему, почти, наверное, полночь. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Я в действительности очень благодарна вам. Даже когда несколько раз вы пропали и не писали мне было как-то, думаю, неужели что-то я не так сделала, и Людмила не написала мне комментарий. Потом вы все-таки мне начали опять писать, мне было так приятно. Спасибо вам большое. Вы собираетесь уже? Давайте. Так, Лариса, перепелки это очень востребованный продукт. Яйца и мясо очень полезное. Но я почему-то не могу пересилить тебя. Я вроде бы не брезгливый человек, но пересилить себя и съесть мясо перепелиное у меня не получается. Так же, как и поесть кролика. Когда еще мой старший сын был маленький, у него было заболевание какое-то,
желудка, я точно не помню, была еще, я точно знаю, что была целиакия, ему нельзя было есть хлеб, но еще сопутствующих много болезней было у него, еще был, ну, ему годика 2. Заболел, конечно, ему было только месяц, но вот до 3 лет я вот с ним мучилась, и мне сказали, что ему лучше давать мясо кролика. Ну, ему можно было и говядину, но мне сказали, что лучше всего, если будет есть мясо кролика. И мы разводили этих кроликов и варили, тоже ему давали. И вот это тоже я не могла вот даже попробовать, соленое, не соленое. Вот ни за что не могла взять в рот. Люба Шубина, ассалям алейкум. Валейкум ассалам, Люба. Так. Чечня, Дойчланд, ассаламу алейкум. Бистик Хейл. Диариасфол, ва алейкум ассалам. Так, Люба Шубина. Все, кто смотрит, не забывайте ставить лайки. А по-моему, я уже 2-й раз ее спрашиваю. Надо это записать. Если я несколько раз запишу, я запоминаю. Принеси мне ручку, пожалуйста. Ризван Бедиев, Гуля. Я ее уже 2-й раз спрашиваю. Я теперь вспомнила. Но у нее ник Ризван Бедиева. Я знаю, что это женщина просто. Спрашиваю, как ее зовут, уже 2-й раз. Я в том эфире тоже спрашивала. Если я вот запишу 1-2 раза, я уже запоминаю. У меня зрительная память лучше. Когда пишу, я лучше запоминаю. То неудобно. Извините, пожалуйста, Гуля, что я вас 2 раза спросила уже. Так. Ольга Рейзвих. Добрый вечер, сударыня. С Днем Матери. Перепелки, еда и мира. Добрый вечер, Ольга. Арина. А среднему сыну сколько лет? Среднему сыну будет в декабре 28 же ему будет? А? 28. Мадина, принеси мне салфетку. Что-то у меня или очки, или глаза, я плохо вижу. Сегодня средний сын тоже у меня получил. Через телефон. Сегодня они меня все разозлили с утра с Днем Матери. Посмотри, может быть, я в этот шкаф положила, думала, что мои. Что-то не знаю, мутно вижу. Кто вас мотивировал снимать на YouTube? Никто, сама. Мамы они такие, да. Нет, у меня плюс 2,5. Дина из Басарова, у вас минусовые очки. Сколько дел? 3. Лариса, мои свекры держали кроликов, а муж мой покойный не очень любил кроликов. Говорил, что они очень нежные, что, мол, кота есть, что кролика. Я всегда спрашивала, а ты что, разве кота ел? Не знаю, я не могла. Вот сколько мы, по-моему, больше года разводили их, и все время ему варили и давали. И я не могла даже попробовать, я же говорю. Утром сегодня зашла в сарай. Разломаны все перегородки. Я не знаю, как они не удавились друг между другом. Корова и бычок, перемешалось там все. И хлев, и перегородки. Что там только не творилось. Я даже испугалась, когда зашла. И старшему говорю, вот такая вот история, давай вставай, делай. Он говорит, нет, там досок нет, не на работу надо. Поругала его хорошенечко, он быстро убежал на работу. Потом позвонила среднему сыну. Я говорю, я собираюсь продавать бычка, имея в виду, я их не буду держать, потому что
кто мне за ними будет, ну, в смысле, не ухаживать, а делать это все. Короче, он получил. Мадина говорит, мама, а он причем, он же в Москве. Я говорю, вот пускай приезжает и переделывает все, что надо. Но все-таки в итоге, смотрю, через какое-то время стучит кто-то. Оказывается, он ему позвонил, и Брашка делал там свои перегородки. Ничего вроде бы сделала, пока корова стоит. Посмотрим. Просто уже бычок вырос, он сильно передергивается и играется еще там, и переломал все, что можно было там переломать. Ну, я и разозлилась на всех своих сыновей. Так, Халима Дукаева. Очень интересная вы женщина, молодец. Мы живем в Москве. Я радуюсь, когда вижу родную нам природу и так далее. Спасибо, Халима. Елена Тимошенко и Брашка молодец. Если честно, я и не думала, что он справится, что он сделает, потому что никогда не помню, чтобы он хоть один гвоздь у нас вбил. Но ничего, нормально, перегородка, и хлеб хорошо сделал. Ну, правда, действительно, доски нам надо покупать, там все уже старенькое, поэтому из-за того, что там все старенькое, они и ломают. Надо будет вообще переделывать капитально сарай. Ибрагим, телефон перегрет. В эфире. Так, друзья, извините, у нас телефон был на зарядке, пришло уведомление, что перегрелся. Арина, почему получилось, что такое? Лейла Дуйсимбекова. Тезка, здравствуйте. Здравствуйте, Лейла, с праздником вас и вашу маму. Приятно видеть. Всегда вас смотреть. Удачи вам. Спасибо, Лейла. Я не работаю. Что вам беспокоит? Сабарди. Вовремя не зарядила телефон. Он перегрелся и теперь выключается у меня. Был на зарядке весь эфир.